России знают по трем коленам. Второе колено – это Камбулатовичи. Это как раз те самые черкасские, которые связаны с усадьбой Останкино. При Михаиле Федоровиче приехал один из первых Камбулатовичей, Борис Камбулатович. А усадьбу Останкино на самом деле получил первым его сын Иван Борисович. Но он умер бездетным, и усадьба перешла Якову Кудинетовичу. Иван Борисович, первый хозяин усадьбы Останкино из рода князей черкасских, кроме всех других вотчин в разных уездах и в Москве, владел 4 дворами – в Кремле, на Знаменке, Кисловке и Никитской. Все его богатство и богатство Дмитрия Мамстрюковича Черкасского унаследовал Яков Кудинетович Черкасский. И ему самому были пожалованы огромные поместья за военные и государственные заслуги. Что касается Якова Кудинетовича, то рожден он был как урускан, был он полководцем и очень талантливым, судя вот по воспоминаниям современников, и потому, как его ценил сам Алексей Михайлович. Большую часть своей жизни он провел, собственно говоря, в военных походах, поэтому в этой самой своей усадьбе Останкино бывал он достаточно редко. В основном, наверное, тогда, когда здесь устраивались царские охоты. Первый вельможа в государстве, Яков Кудинетович Черкасский, оставил все свое богатство и положение сыну Михаилу Яковлевичу. Новгородский, позже и сибирский воевода, Михаил Яковлевич и его сыновья сыграли огромную роль в становлении и укреплении армии и государства. Михаил Черкасский пользовался большим доверием и уважением царя Петра I, но никогда он не использовал свое положение и власть для обогащения. Врожденные аристократические качества, честь, достоинство и представление о долге перед Отечеством, которыми руководствовались его старшие родственники, и отличали Михаила Яковлевича Черкасского от своих современников. Местность была совершенно другая. Это было дальнее Подмосковье, и оно было сплошь покрыто лесами, а в лесах водилась дичь. И князь Михаил Яковлевич Черкасский с семейством приезжал сюда из своего кремлевского дома, из Москвы, на лето, отдыхать, пользоваться соколиной и псовой охотой. Михаил Яковлевич, хотя он и, судя по всему, уделял больше внимания, чем его отец этой усадьбе Останкино, бывал здесь тоже достаточно редко. Именно при Михаиле Яковлевиче Черкасском была построена церковь Живоначальной Троицы. Когда строился этот храм, вот на этом месте располагался боярский двор, обширный, с разными службами. А вот в этой части, ближе к храму, стояли боярские хоромы, то есть то место, где жил сам князь Михаил Яковлевич Черкасский. Хоромы представляли собой двухэтажное, как мы сейчас сказали, сооружение. Там был такой подклет хозяйственный и верхняя часть, собственно, жилые покои. Возрождение этой великолепной усадьбы связано с именем Михаила Яковлевича Черкасского, и продолжалось оно и при его сыне Алексее Михайловиче. В середине XVII века Останкино превратилась в богатую княжескую резиденцию, стала одной из самых красивых усадеб Подмосковья. И во владении Черкасских Останкино оставалось на протяжении 120 лет. Сын Михаила Яковлевича, Алексей Михайлович, так же, как и его отец, был губернатором Сибири, лет 5, не меньше. Был он, кроме того, воеводой в Астрахани. Когда начал строиться Петербург, он был начальником строительной канцелярии, то есть принимал участие, во-первых, в осушении петербургских болот, ну и, разумеется, следил за качеством вот возводимых построек в Петербурге. Портрет, смотрите, изображает представителя династии Алексея Михайловича Черкасского,
который одет по моде Петровской эпохи. Князь занимает высокий государственный пост. Вы можете видеть, через его плечо перекинута голубая муаровая шелковая лента. Это символ высшей государственной награды России. Его присваивали только самым значительным особам, которые состоят в родстве с коронованными представителями династии. Захарьевыми, Юрьевыми, Романове. Это так называемая кавалерия, орден Андрея Первозванного. И смотрите, через плечо князя переброшена горностаевая мантия. Это говорит о том, что он стоит в родстве с царствующим домом. Это горностай мех царский, украшали только императорские царские мантии. Очень дорогой мех. Вот князь Алексей Михайлович Черкасский занимал высокие государственные посты. Политик и дипломат, великий канцлер России Алексей Михайлович Черкасский оставался одним из первых лиц государства при 3 царях. Он принадлежал к высшему аристократическому классу и был одним из состоятельных государственных деятелей России. Богатство своих предков он приумножил благодаря огромному жалованию за свою службу. Единственной наследницей огромного состояния Алексея Михайловича была его любимая дочь Варвара Алексеевна Черкасская, та смелая и богатая княжна, которую сам Петр I учил стрелять из карабина. Портрет Варвары Алексеевны Черкасской. Смотрите, первая красавица России. Варвара Алексеевна Черкасская в историю придворной жизни входит под прозвищем «Тигрица». У нее был очень своевольный такой характер. По эталону красоты Варвара Алексеевна, вы можете видеть, круглолица, выразительные темные карие глаза. Она была брюнеточка, она же восточного происхождения. Но кажется на портрете, что она седая. По моде XVIII века прическу тогда выпудривали, поэтому у нее пудренные волосы. Варвара Алексеевна занимала высокий придворный пост, была статсдамой. Варвара Алексеевна Черкасская испытала немало горестей из-за своего исключительного положения. Много женихов хотели руки самой богатой невесты России. Брак черкасской княжны стал чуть ли не делом государственной важности в правлении императрицы Анны Иоанновны. В результате замужество Варвары Алексеевны откладывалось на 10 лет, до тех пор, пока не умерла царица Анна Иоанновна. Единственная дочь Алексея Михайловича Черкасского, Варвара Алексеевна, в 1743 году вышла замуж за графа Петра Борисовича Шереметьева, и все богатство отца, его многочисленные вотчины, Черкасский дом в Кремле и родовое имение Останкино перешло к Шереметьевым. Итак, самая богатая невеста России и один из достойных женихов положили начало одному из крупнейших состояний. Вот Петр Борисович Шереметьев, устроитель знаменитую усадьбу Кускова, подкараулил богатую невесту и объединил в своих владениях 250 тысяч крепостных душ. Вроде бы коммерческий сделка этот брак, тем не менее оказался очень счастливым. Супруги очень уважительно относились друг к другу, 6 человек детей, но из-за высокой детской смертности выживают только 2. И вот мальчик, строитель нашего дворца, наследник гигантского состояния, Николай Петрович Шереметьев. Если возрождение Останкино связано с именем Михаила Яковлевича Черкасского и продолжалось при его сыне Алексее Михайловиче, то расцвет усадьбы связан с Николаем Петровичем Шереметьевым, сыном Варвары Алексеевны Черкасской и Петра Борисовича Шереметьева. Он получил хорошее домашнее образование, потом учился за границей, путешествовал по Европе, знакомясь с достижениями европейской культуры и приобретая большое количество художественных ценностей.
Вернувшись в Россию, он задумал построить дворец искусств, в котором были бы театр, картинная галерея, библиотека, и стал разрабатывать проект создания своего рода пантеона искусств на Никольской улице. Но все-таки после он остановился на Останкине, родовом имении своей матери. Когда Николай Петрович стал строить свой вот этот вот великолепный дворец, он старые хоромы, которые вот возведены были при Черкасских, включил в план общей застройки. Они были тоже частью как бы вот этого великолепного комплекса. Дворец строится в 2 этапа. Строят его по проекту ведущих петербургских архитекторов. Первоначально строится театр, увенчанный куполом, 2 павильона справа и слева, и с центральным театральным помещением их объединяет проходная галерея. Потом проходные галереи объединили павильоны со старыми хоромами князей черкасских, и с противоположной стороны проходной галереи до симметрии был построен гостевой корпус. Старые хоромы и гостевой корпус до нашего времени не сохранились. Связано это с тем, что в 1812 году, когда французы захватили Москву, усадьба оккупирована кавалергардами маршала Арнана, дворцу нанесен большой ущерб. И наследники за ветхостью эти помещения решили разобрать. Дворец в Останкине – это уникальная деревянная постройка XVIII века, которая сохраняется свыше 200 лет. Она предназначалась для торжественных приемов, празднеств и театральных представлений. И, конечно же, все это сказалось на его архитектурном воплощении, на декоративном убранстве интерьеров, на подборе и составе обстановочного комплекса. Дворец был таким храмом искусств, в котором нашли место и театр, и картинная галерея, галерея скульптуры, эстампов и фарфора. Предметы, украшающие Останкинский дворец, представляют значительную историко-культурную ценность, а фонды состоят из 16 коллекций. Мы с вами находимся в одном из фондохранилищ Останкинского дворца-музея, где хранится фарфор. Как раз вот среди фарфора имеются произведения восточные, которые собирали черкасские. Редчайшие изделия японского и китайского фарфора, которые собирали князья черкасские, сохранились в Останкине. Здесь можно увидеть украшенные полихромной и кобальтовой росписью красивой формы декоративные вазы, большие и малые блюда, объемную скульптуру, массивные чаши, многочисленные тарелочки и чашечки. И часть коллекции, дошедшая до наших дней, насчитывает 600 предметов, имеет историко-культурную ценность и свидетельствует об увлечении князей черкасских собиранием редких и ценных предметов. Вот, например, эти вот вазы синие и белые с рельефными изображениями. Это чаша для умывания, вот в зеркале дна которого изображены рыбы, креветки, растения морские. Конечно, это было очень эффектно, когда наливается вода, и получается такой вот живой мир. Это были очень дорогие изделия, которые привозили, вот можно сказать, за 3-9 земель, и очень этим кичились вся придворная знать. Ну вот, надо сказать, князья черкасские, которым принадлежала Останкино, собирали китайский фарфор. Потом это продолжил собирать Петр Борисович Шереметьев, когда вот после женитьбы на Варваре Алексеевне Черкасской он как раз получил в приданое и Останкино со всем содержимым. Необыкновенной красоты кресло и письменный стол из резного дерева, принадлежавшие некогда великому канцлеру России Алексею Михайловичу Черкасскому, сохранились сегодня в интерьере Останкинского дворца.
Дворцовые интерьеры, созданные Шереметьевым, считаются одними из лучших в России. В богатой отделке интерьеров большая роль отводилась резному золоченному дереву. Золоченые венки и гирлянды, исполненные под бронзу цветы, фигуры сфинксов придавали убранству дома изящество. В дворцовых покоях находилось множество светильников, разнообразных по форме и по своей красоте, торшеры, бра, подсвечники, канделябры, люстры и фонари. Все это богатство не только освещало интерьеры, но и служило великолепным украшением торжеств и приемов. Картинную галерею украшали работы Рембрандта, Рафаэля, Рубенса, Тициана и многих других великих художников. Подлинные шедевры Останкинской коллекции украшают итальянские, египетские павильоны, малиновую прихожую, пунцовую гостиную и голубой зал. Начиная с архитектурного ритма, с орнаментов в паркетах, везде чувствуется художественный вкус заказчика, архитекторов и мастеров. Здесь поражает и восхищает и роскошь, и композиция, и цветовая мелодия, звучащая всюду. Все тут дышит гармонией и покоем. В отношении блеска и великолепия дворец превзошел все, что только может дать самое богатое воображение человека, и что только могла нарисовать самая смелая фантазия художника. По приезду императора Павла I, который сюда едет после коронации, был подготовлен для императора сюрприз. В роще за прудом деревья по распоряжению графа Николая Петровича Шереметьева были подпилены с таким расчетом, что когда карета императора и его свиты подъезжает к Останкино, деревья валятся по системе домино. И перед изумленным императором, как декорация, возникает шикарный дворец, который эффектно смотрится на темной зелени парка. Останкинский дворец построен буквой «П», украшен в розовый цвет, цвет утренней зари, и имеет два фасада. Парадный фасад выходит в город. Двор украшает статуя Аполлона, символ искусства и театра. А другой парковый фасад обращен в зелень сада, где царствует природа. Огромный парк состоял из двух частей – регулярной французской и пейзажной английской. Регулярными были прилегающие к главному дому аллеи парка. Регулярный парк плавно переходил в пейзажный. Извилистые дорожки в тени густой листвы выводили к павильонам, беседкам, к пруду и к вековому дубу, по преданию посаженному Петром I. С именем Черкасских, безусловно, связана и разбивка парка. Парк при Черкасских выглядел, конечно, не совсем так, как сейчас. Он был перепланирован тогда, когда строили сам дворец. Но вот один из интересных таких вот моментов, мы сейчас находимся вот на фоне такой маленькой такой рощицы из кедров. Так вот, появление здесь этой рощи как раз по легенде связано именно с князьями черкасскими. Именно они из Сибири привезли вот эти самые саженцы кедров. Невозможно более точно сказать, сколько было этих саженцев, вообще каким образом они умудрились из Сибири вот эти саженцы довести до Москвы. Сколько живет кедровое дерево? Наверное, лет 200-300, может быть, в природе. В 1938 году погиб последний кедр. И это было очень жаль, поскольку вот такой знаковый элемент был утерян. В прошлом году кедровую рощу решили восстановить. И вот эти вот маленькие саженцы, это как раз вот результат вот этого самого восстановления этой рощи. Саженцы, слава богу, все прижились, судя по тому, что они дали такие побеги. И мы надеемся, что со временем эта роща будет не менее знаменитой, чем была она при Черкасских и при Шереметьевых.
Во времена черкасских ось симметрии проходила немножко в стороне. Вот сейчас вот с краю ведет такая вот аллея, по традиции называют аллеей вздохов. Вот, судя по всему, это тоже тот парковый элемент, который возник еще во времена черкасских. При черкасских же здесь был заложен регулярный парк. И, кстати, именно черкасские принимали здесь императрицу Елизавету Петровну. Над зеленью парка, над зеркалом пруда и над суетою уличной царит Останкинский дворец, уникальный памятник истории и архитектуры XVIII века. При виде его сегодня рождается необъяснимое чувство наслаждения от роскоши и изысканной красоты, объятой тишиной и таинственностью знаменитой усадьбы. Эта усадьба, бывшее родовое имение князей черкасских, приобрела большую славу еще в те времена, когда она превратилась в знаменитую княжескую резиденцию черкасских. И сегодня она имеет всемирную известность и представляет огромную художественную и культурно-историческую ценность.